Minä tullaan tätä noista. No. Наелся, да? Осталось еще до хрена. Пузо вон какая у него. Но это потом. Сейчас, чтобы не замерзло, сюда занесу. Вот тебе ужин еще на сегодня будет. Так, надо этот закрыть. Опа. Господи, нельзя. Так, ладно, сейчас дальше будем рыбачить, рыбу искать. Сейчас уже на речку пойду. Ну что, это последняя лунка. Целый поворот я прошелся вот камерой. Здесь пусто, там потом мелко. Туда не буду подниматься. Здесь яма мощная. Здесь один ёрш сидит. Все, больше я рыбы не увидел. 0. Целый поворот, наверное. Это 2, 3, 4, 5 лунок, наверное. Вот тут где-то вот один ёрш я увидел. Где-то вот тут стоит. Где ельцы? Не знаю там. Если бы были, конечно же, они стоят, ходят. Видишь их. Там у меня прикормку я еще закинул. Уже вот сколько брожу, там прикормка стоит, может подойдет кто. И сейчас еще там глубину проверю. Вообще я огорчен сегодня. Я рыбу не могу найти. В прошлом году такая же картина. Здесь вот рыбачили, ни хрена не клюет. Здесь хорошая глубина тоже. Идеальный вариант для рыбалки. Это получается 3, 4, 5, 6 штук. Но она тоже просверлила. Вот так. Ладно, сейчас до прикормки пойду. Там еще проверим. Вот. Так. Тулами невезуха сегодня у нас. Сейчас еще вот кто-то подошел, нет, на прикормку. Вода выходит на лед. Сейчас. Так. Ладненько. Повадненько. Дно я вижу. Не могу покрутить. Так, на дне она. Да нету никого. Стопудово. Бесполезно даже удочку закидывать. И вся река такая, что-то. Так, подожди, это что у нас было? Мусор или что тут? Такое ощущение, как будто поклевка была. Вроде рыбы нету. Да, это об землю ударяется. Нету рыбы, нету. Нету, надо искать. Еще поброжу, буду ходить, пока не стемнеет. А тут, да ни хрена нету. Не, гигабайты сжигать не стану. Нет, так нету. Ну что, у нас уже темень. Я еще в поисках. Но тут пробурил. Здесь у меня получается прикормка. Ай, вот тут. Наверное, ничего уже не видно. Сейчас еще поснимаю. Тут стоит одна плотва. Сейчас я включусь. Все, включился. И пошло-поехало.
Все, пошли. Надеюсь, не ушла рыба. Единственная рыба за весь вечер. Сколько бурил тут, сколько искал, сколько лунок. У меня уж от ледобура нож притупилась. Где-то был, если не ушел. Вон он стоит. Все еще стоит, ребят. Вон. Единственное, чуть поближе бывает, там подходит. Здесь бревно. Это чуть-чуть, где-то метр в стороне. В сторону середины реки. Вон. Вон. Блин. Быстро крутится, вертится. Ой-ой-ой. Ну, надеюсь, видели. Вон он. Видно? Хорошо даже видно. Отошел от этого. Но немножко все равно осторожничает. Вон. Почему-то только одна рыбина еще. Наверное, плотва, как я вижу. Одна рыба. А прикормки вот я не вижу там. В той стороне прикормка тоже. Там бревно лежит. Там течение. Ну все, наверное, на этом буду заканчивать подводную съемку. Обычно стаями они ходят, но почему он один? Единственный только. Тулан где-то бормочет. Вон. Да, один. Сколько уже я наблюдаю, мне второго ничего я не увидел, только один. Ну, по другому берегу, может, я еще сейчас схожу, а это я подниму. Поищу на другом берегу. Все равно делать нечего. Так. Еще закину я, ребят, сюда одну жерлицу, так называемую. И там выше я еще одну закинул. Туланчик пришел. А, бездельник. Ты где был? О, все. Вдруг кто залетит. А? Вдруг кто залетит. Все, пускай будет. Поймает, поймает. Нет, так нет. Все, собираемся. Удочку еще надо убрать. Или я уже убрал? Нет. За водой еще надо сходить. Вещи все перетаскать. Завтра не знаю, как быть, что делать. Но сегодня мне, честно, надоело. До темна ковырялся, но ни хрена не получилось. Так. Самое главное, я не вижу, что кто-то там есть. Там пустота. Так, 2 рейса, наверное, придется сделать. Сюда. Аккумулятор разрядилась на этом, как сказать, на подводной камере. Вот это я наснимал сегодня. Так, ладно, пойду я на избу. Все вещи перетащил сюда. Фу, блин. Так, ладно. Вот это до хрена еще, в принципе. Хватит, не хватит потом нам. Так. Хватит, не хватит. Я так и схожу. О, тяга пойдет быстро. Еще схожу лучше. Запас воды, чтобы было. О.
тепло, дома. Так, давай сходим еще за водой. Так. Вон-то как. Так-то так. Вон-то как. Спуск вообще не очень так. Немножко, наверное, похолодало уже. Чуть-чуть как будто проясняется. Так. Вот это ведро до завтрашнего дня хватит нам. Что там, какой мусор? Вот я сейчас снимал подводную съемку. Сколько там снимал, ходил без записи там. Целый поворот поднимался и ниже спускался туда. И как в тайге. На несколько кварталов один глухарь увидишь. Вот я сегодня под водой то же самое увидел. Одна плотва здесь на реке. Где стая ельцов? Где-то они есть. Где-то они есть. Но где яма у них, это где они зимуют, очень сложно найти. Ведь здесь, где обычно рыбачим, где обычно ловится, в этом году нету их тут. И не будет, думаю. Они с осени где-то остановятся, там и зимуют. От села недалеко вот ловится ведь. Каждый день там рыбак ловят. Сегодня я их не увидел. Будем завтра искать. Так. О, хорошо. Вот так вот. Ведро хватит. Так, дровишки еще надо заготовить. Сырые дрова. Так, сырые дрова. Сырые дрова где у меня? Надо поленницу как-то придумать, чтобы рядом было под навесом все дрова. И нему надо искать там, ходить. Под снегом все время, блядь. Но эти длинные у меня. Да, я для старой печки это все. Короче, эти длинные дрова у меня не годятся. Вот это более-менее 2 штуки. Завтра днем попилю их. Поменьше сделаю. Вот. А сегодня, ну и там еще есть. Вполне достаточно хватит. Ночью один раз так встану, закину. И все. Ништяк. Так. Тут чуть-чуть длинноватые, конечно, даже. Но этот более-менее. Че он? Замерз так ли? О, блядь, сырой вообще. Тяжелый такой. Ох. Но вообще тяжесть такая. Зато долго будет гореть. Сухие не надо готовить. Вот такие еще раскалю. Еще смолистые. В то же время сырое. Так. Вот. Такие тоже чуть-чуть. Так вот. О, береста даже. Вон по пути бересту. Сейчас сниму. Вот она. Береста. Береста пригодится. Вот так. Ну, уже эти дровишки уже больше года отлежали, поэтому береста отходит.
начинает гнить. Так, уйди. Чуть-чуть так, сбоку. Все, наверное. Ну, уже гниет, все. Достаточно. Смотрите, бездельник смотрит, хочет зайти. Но что бы вы мне не писали, ребят, мои зрители, я его в избу не буду, не разрешу, чтобы он заходил. У собаки место там, предбанник. Если будка есть, в будке он должен сидеть. Тут, короче, закипает чайник. Ну, как закипает. Еще потом... Господь! Кучапран! Наглеет. Каждым разом все наглее и наглее себя ведет. Нельзя! И подкинул еще дровишек. Более-менее сухих. Так, чуть-чуть продувает. Я разделся. Постелил уже постельное. Вот. Здесь я буду ночевать. Там еще на одного человека. Можно еще 2 человекам туда ложиться. Смотрите, какое оружие сейчас у охотника Олега. Смотрите, ребят. Вот такие дела. Вот таким оружием сейчас я и охочусь. Заодно зарабатываю. Имейте в виду. Так, ну что, сейчас закипит чай. Буду пить чай. Выводы сегодняшнего дня. У меня в термосе еще кипяток. Сегодня день вообще неудачный у меня. Хорошо доехали, но, к сожалению, я хотел закинуть жерлицы, но ничего у меня не получилось сегодня. 2 жерлицы так, просто закинул. Вряд ли кто попадет. Думаю, никто не попадет. Потому что сколько я смотрел, ни одной рыбы, ни одной. Единственная рыба вот здесь, где я воду набираю, вот одна плотва стоит. Завтра не знаю, что дальше делать. Куда идти, в каком направлении. Выше или ниже на поворот. Там посмотреть. Если есть рыба, то сразу его увидим. Но пока я их не нашел. А что в озере я поснимал, ну, толку от этого тоже. Ходуном ходят туда-сюда, бегают. Не стоит рыба, не стоит. Здесь на речке, там на глубине, на мелководье смотрел, тоже тишина. Позвонил сейчас домой, и жена прочитала в Одноклассниках комментарии, и там написали, что я имею вот гранту, уазик, буран, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Удивляются, откуда все это. Хочу коротенько ответить для некоторых любопытных, у кого жаба душит, что у другого человека что-то есть, у него нету. Все это мы с женой заработали честным трудом. Я прям глаза всем могу сказать, не скрывая куда-то, у меня глаза не бегают, чтобы что-либо обманывать или что. Ни копейки нам никто ничего не давал. Ни родственники, никто. Родственники помогали только когда мы растили, у нас когда появились дети, тогда они нам помогали. А все своими руками мы зарабатываем. Зарабатываем. И самое главное, если что-то, ну, один ответ на это у меня, мне повезло с женой. Вот это единственный ответ, могу сказать. Если у вас жена тратит налево и направо, и все ей хочется, ну, на безделушки тратить деньги, ну, считай, у вас этого ничего никогда не получится. Мы не лезем в ипотеки, мы не лезем в кредиты. Мы годами все собираем, деньги. Копейки, рубли,
100 рублей, 200 рублей, скажем, получку получим, 10 тысяч. 3000 откладываем на приобретение чего-то большого. И вот так собираем и покупаем. Вот. До армии, как бы после армии я несколько лет отходил от армии, от всего этого кошмара. И мне надо было быть, ну, в одиночестве. Я жил вот здесь неделями, месяцами, все время один. Мне хотелось побыть одному. Ну, пришло время, когда я женился. Просто вот себе сказал, мне надо жениться. И познакомились с Ларисой Викторовной. И мы поженились. Родили детей. 2 сына у меня, у нас. Начал работать. И всю историю, конечно же, я не буду рассказывать. Но вот 20 с лишним лет уже я до женитьбы, я считай, не работал, а после женитьбы уже начал работать и до сих пор работаю. И зарабатываю как могу. Если есть на плечах голова, можно заработать. Если голова еще немножко думает, можно заработать и все это купить. Любому. И больше, я думаю, не надо писать, где, откуда у меня все это. Все думают, что я какой-то попрошайка и на донаты живу. Да, блядь, достали уже, вот честное слово, с этими комментариями вот, про донаты. Пишут и пишут. Это добровольная поддержка канала. Кто отправил, отправил. Я не выпрашиваю ни у кого. Мы с женой зарабатывали и будем зарабатывать. Так что для жизни, вот скажем, для полноценной жизни что надо? Конечно же, думаю, чтобы было жилье основное. И не надо там бежать, но соблазнов много там. Если подумать, там в магазинах очень много соблазнов там. Купишь одно, второе там, вот тебе и кредиты, вот тебе и грыжа такая. В долговую яму, если залезешь, оттуда уже не вылезешь. Если хорошая работа, конечно, высокооплачиваемая, можно кредиты лезть. А так, никому не советую. Я не знаю, почему я все это говорю. Все как-то расследование какое-то идет между зрителем. Какая разница, как я живу, чем я живу, на что я живу. Я смотрю вот каналы, там, кто где как работает. Мне как-то по барабану, честное слово. Зарабатывает. Вот есть возможность, реальная возможность подзаработать в Ютубе. Любому, хоть с детского возраста, хоть пенсионеры, все зарабатывают в Ютубе. Пока Ютуб есть, можно зарабатывать. Начните и зарабатывайте без проблем. Вот так. Ну, не знаю. Немножко поболтал. Вот. Сейчас вот тоже соблазны вот для охотника, там, скажем, каракаты покупают. Надо и не надо, покупают, ездят. Ну вот, если подумать,
я вот куплю этот каракат. 160 и 200 с лишним тысяч. Куда ехать? Зачем? Если в тайге ничего нету. Выгоды ноль. Ты 160-200 тысяч вкладываешь туда, да еще придется еще доделывать там еще какие-то кузов, там, ну много еще 50 тысяч сверху придется еще доработки делать. А вот сегодняшняя поездка, выгоды ноль, полный ноль. Если, скажем, многие думают, что я живу охотой и рыбалкой, ну, блин, ты с голоду подохнешь, если начнешь так жить. Нет, конечно же. От этого я уже давно уже ушел, от этой охоты и рыбалки. Раньше, да, до женитьбы этим жил. Как-то интересно было и много всего было дичи. Сейчас как-то надо любыми путями, любыми подзаработать и лучше купить в магазине. Дешевле, намного дешевле выходит. 100 раз, 200 раз дешевле, чем вот ты вкладываешь в эту технику, вездеходы, самолеты, пароходы, для охоты техники, которые покупают. Блин, полный минус. Сейчас вот некоторые вот знакомые тоже купили в кредит вот этот каракат. Пашут я не могу, блин. Несколько лет еще им оплачивать. Ну, знаете, вот, ну хрен с ним оплатишь ты несколько лет. Работа есть. А вдруг ты заболеешь, не будет работы. Как ты будешь платить? Надо вот наперед несколько шагов надо подумать, что дальше будет, что с тобой может случиться, что, ну, блин, вот и все дела. Лучше постепенно, потихоньку копите, откладывайте и покупайте, что вам хочется. У всех это получится. Мы с женой все это делаем так. Вот скажем, придет время там поменять диван. Диван, скажем, 10 тысяч стоит. Или дороже, подешевле, я не знаю, сумма какая. Ну, запланировали купить. Отложили деньги. Один месяц, второй месяц, третий месяц. И все, ты покупаешь. А если ты взял кредит, еще с процентами вот такими. Да еще и если ты заболеешь, не сможешь на работу выйти там. И все. Ты влип. Ты в заднице. И когда это еще ты сможешь оплатить? Где этот свет в конце туннеля еще будет? Ну, примерно так. Ой. Не хотел уже много болтать, но, блин, рано еще ложиться. Сегодня варить я точно ничего не стану. У меня полбанки салата, сало есть, хлеб в море. Можно на худой конец бич-пакет заварить. А если что, уже завтра свежий суп сварю, чтобы уже свежие есть. Вот. Ну, думаю, наверное, пора заканчивать сегодняшнюю болтовню. Только болтовня у меня сегодня получилась. Ни рыбалки, ничего не получилось. Ну, показал, что как есть. Показал, что у меня подо льдом, что на озере, что на реке. Ничего нет у нас. В данный момент. Не знаю, что дальше будет. Завтра также буду искать. Сейчас я буду заряжать вот это все дело. Но, блин, ребят, вот что я купил это, я не пожалею. Не пожалею. Я вот действительно я угадал с покупкой. Сколько бы я сидел на льду сегодня и ждал поклевки,
и не дождался бы. А этим посмотрел и дальше пошел. Посмотрел, дальше пошел. Если есть косяк, какая-то рыба, скажем, партия там рыбы сидит, ты все равно кого-то заметишь. И уже поймешь, что надо сидеть и рыбачить. Вот. Все это дело заряжается. Завтра дальше будем снимать все как будет. Вот. Все, наверное. Все. Всем пока и до завтра.